Это где-то было революционные года, смута. Когда ты говоришь на языке народа, который здесь живет, это помогает тебе жить. Как будто масло сливочное поел, до того приятно слышать свой родной язык. Нам надо как бы больше собираться, больше объединения. Исәнмесез, кадерле дуслар, туганнар. Сезгә зур сәлам Кабардино-Балкаридан, Нальчиктан. Родилась я здесь, в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике. Әтиләр-әниләр минем Түбән Норлаттан. Вот. Ачлык вакытында бабай үзенең семьясын алып килде монда Кавказга торырга. Әтием үскәч үзе үләнергә китте Норлатка, әнине аннан алып кайтты. Без балалар уже монда тудык. 3 балам бар, 4 внуков. Они учат у нас английский, они играют в шахматы, все вчетвером. Вот так мы живем на Кавказе. Нам очень нравится этот климат, нравится этот народ, нравится. Мы впитали как традиции и кабардинцев, и балкарцев, потому что мы живем здесь, мы родились здесь, но очень близко. И я, как татарка, я не могу разделить себя, понимаете, в музыке, в традициях, в танцах. Я не могу сказать, что мне больше нравится. Все одинаково. Как лезгинка за душу берет, так и татарские песни и музыка. Исмаил Мананов. Я татарин по национальности. Родился здесь, в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике. Я зампредседателя татарской общины Тугантыль. Ну, хочу рассказать, например, вот именно как вот наш род появился здесь. Это было середина 19 века. Это мой прапрапрадед. Они приехали с семьей поселиться здесь. Разрешение князя нужно было получить. Это было непросто. Когда он обратился к князю, он заселил ее в Кунацкой, в гостевом доме. Через полгода он, видимо, понаблюдав за людьми, он дал разрешение на поселение, участок рядом с своим княжеским домом. Потом они как бы открыли свой магазин, свою пекарню, род увеличивался. После революции это пришло к разорению. Потом, как бы все рассыпались кто куда. Ну, а также остались здесь жить на другом уровне. Ассаламу алейкум. Я Бариева Роза Мусаевна. Я лично родом с Баку. Папа мой нефтяник высокого класса. Его отправляют в Татарстан, когда только начинаются нефтепромыслы в городе Лениногорске. Вот. Мы с Баку приезжаем туда, якобы в командировку. И папу так встретили, что отец остается у нас там. Все нашему папе дали, как очень хороший нефтяник. Это Дубин Муса Шариф Оло. Сейчас их нет на свете, они похоронены у меня в городе Лениногорске. Сейчас я в роду осталась одна. Губер Мадинат Каральбиевна. Фамилия моя это по мужу моему. А так я Канукоева по папиной фамилии. Как говорится, отец у меня кабардинец, мама татарка. Мы вообще-то все родились на Украине. Отец поехал туда просто на заработки. Полгода проработал, его назначили бригадиром. Еще полгода начальником шахты 22 БИС. Он стал работать. Прошло год, два, три. И мама. Мама приезжает туда точно так же на заработки. Приехала и работала именно в садике, в детском садике поваром работала. И именно с папой они познакомились в столовой. Ему говорили, когда были взрослые: пап, а почему ты на татарке женился, почему ты кабардинку не нашел? Он говорит: потому что татары – это истинные мусульмане. Они веками не предавали своего мусульманства, в какую бы веру их не втягивали. Я, говорит, решил именно ее взять. Я знал, что хочу большую семью. Меня зовут Салим Биктимиров. Это где-то было революционные года, смута была. Они родом с Бугульмы, Сабировы, Гарифуловы, фамилия их. Получается, там была семья большая, 12 детей. Они зажиточные были,
мельница была, хозяйство было. Когда эти смуты начались, убили отца, убили мать, остались эти 12 детей. Кто-то из родственников предупредил старшего брата, что старших тоже его убьют, а детей раскидают по интернатам. Ну, они собрали 6-7 какие-то линейки, говорят, подводы длинные, что смогли погрузить, погрузили. И вот так, в таком виде уехали в сторону Кавказа. Сюда переехали, в Кабардинский аул. Времена НЭПа здесь застали они, магазин сделали, там ткани продавали, туда-сюда, прошли через раскулачивание снова. Ну вот кто остался, те остались, женились, дети рождались. Много групп татар именно со всех регионов сюда собиралось. И татары как бы Среднего Поволжья, Нижнего Поволжья, Астраханских, со стороны современного Татарстана, Башкирии, Крыма. И за период около 200 лет как бы мы слились в один единый как бы котел. Мы сейчас, у нас нет понятия, вот кто ты там, мишарин, там, или нагаец, или крымский, или казанский татарин. Мы все татары. Татары приезжали не так, что вот один приехал там, потом или с семью, татары приезжали родами. Например, или кто-то приезжал на разведку, и потом весь род переселялся. Они создавали между собой браки. Не старались ни жениться на другой национальности и не брать с других народов. И вот так вот сохраняли. После революции это стало все меньше и меньше. Потому что, ну, брали, например, в жены там кабардинок, балкарок и также выдавали замуж. Вот с этого начался процесс ассимиляции. Когда язык не знают или знают, например, плохо, и ассоциируют себя уже с тем народом, на котором языке они говорят. Вот этот процесс сильно ударил по татарам. Мы как бы разобщились. И нам надо как бы больше собираться, больше объединения. Без мында татарлар яшибез, безнең общество Туган тель атыла. Наше общество называется родной язык, это Туган тель. У нас был председатель, это великолепная женщина, которой я хочу через вас передать ей привет. Это Саида Шарафудинова-Савченко. Прекрасно, замечательный человек. Она почти 20 лет была руководителем нашей организации. Она живет в Казани сейчас. Она продолжает свою деятельность на общественных началах. Просто передайте ей большой привет от нас и слова благодарности. Вот. Сейчас в нашем обществе мы стараемся обучать детей, чтобы они говорили по-татарски. И много что пытаемся организовать молодежь, чтобы она была с нами, потому что ассимиляция произошла, конечно. Здесь, конечно, браки смешанные сейчас с кабардинцами, с балкарцами. Браки, которые с балкарцами, язык очень похож. Вот, мы понимаем их, они понимают нас. Вот. Но кабардинский язык – это очень сложный язык. Если ты его в детстве не выучил, ты его не выучишь никогда. Все мои дети говорят по-кабардински. Это помогло в бизнесе, это помогло в жизни. Когда ты говоришь на языке народа, который здесь живет, это помогает тебе жить. У нас есть педагог сейчас, который может учить татарскому языку. Сейчас набираются группы. Недавно только мы провели форум молодежный. Это было очень интересно. Форум проходил под эгидой «Не забудь свой язык». Неси свои традиции, неси свою память о своем роде, о своих родителях, о своих дедушках, о своих бабушках. Помни, откуда ты и кто ты. Это очень важно. И мы хотим следующий форум провести уже для более взрослого поколения, для детей мы хотим провести мероприятие и организовать. Мы организовали его в Нальчике, а теперь мы хотим выехать или в город Терек, или в город Тырнаус. Там тоже много татар проживает. Я участница Туган-тель очень давно. Лет 20, наверное. У нас очень активные девочки. Мне сказали, это сестра, она тоже была участником. Кстати, моей сестре 89 лет, она тоже бывшая участник Туган-тель. Она часто помогала делать вечера. Сейчас у нас это самое Фарид, как говорится, шеф. Вот. Благодаря нашим активным участникам татар Туган-тель. Татаров везде много. Вот в моем районе я только одна татарка, там все знают.
У нас в институте балкарцы работают. Вы, наверное, знаете, очень похожи это с татарским языком. Меня очень со мной разговаривают наши замы и ведущие инженеры по-балкарски. Я с ними разговариваю по-татарски, как будто масло сливочное поел, до того приятно слышать свой родной язык. Вот так что я очень люблю Кабардино-Балкарию, город Нальчик. Вы, наверное, видели Нальчик, какой сейчас красивый, благоустроенный. У нас шикарный парк, Атажукинский сад. Наше татарское общество, Тугантель, оно образовалось, я знаю, что уже 20 лет, 15 лет мы отмечали в 2015 году. Саида Шариповна вела тогда и была председателем Савченко. Когда уехала Саида Шариповна, у нас почти что как-то приостановилось все, но мы все равно старались быть во внимании. Нас всегда приглашают на все мероприятия. Мы проводили и проводим эти праздники, например, День гуся, День пожилого человека, Навруз. Нас, если приглашают, нам говорят, мы обязательно собираем все диаспоры. Мы помогаем пожилым, мы всегда приходим, их поздравляем. Мы даже просто встречаемся, даже за чаепитием. Но у нас нет такого, чтобы, понимаете, вот обучать, потому что многие молодежь вся поуезжала, уехали. Очень мало молодых у нас. Община небольшая у нас. 20 лет существует, разные были времена, как бы. Поначалу много людей собиралось. Потом молодежь захотела свою организацию создать. Создали свою организацию «Мирас», разделились. Сейчас наш председатель Фарид Абы, он посмотрел и говорит, совсем что-то не нравится мне, что сейчас происходит. Давайте что-нибудь делать. Ну, какие-то интернет-площадки для внутренних общений, чтобы люди сдружились, более близко друг друга узнали. А когда какие-то проводим мероприятия, 20-30 человек собираются. Нашлась у нас девушка, кто может обучать языку татарскому. Потом по религии организовали мы. У нас в Исламском институте свой есть парень, который обучает начальным, допустим, чтению Корана, намаз совершать и так далее. Желающие посещают по воскресеньям, обучаются. Более вопросы не только поверхностные, такие серьезные вопросы обсуждали с молодежью по поводу языка, по поводу ассимиляции. Это серьезная проблема. Люди, которые забывают свои корни, у них будущего нету. Наши дети не знают своего языка, естественно, их дети тем более не будут знать. Мы как следует не смогли научить. Мы знаем, допустим, бытовой язык. Ну и интересно, главное интерес проявить. Обучаться сейчас легко, можно. Лишь бы был интерес у детей знать свою историю, знать свой язык, читать книги на своем языке. И, конечно, самое важное – это духовность человека. Это основа. Первое – это духовность, потом национальность. Татарский народ – это вообще, я считаю его великим народом. Это культурный народ. Довоенные годы, военные годы. У татарского народа было больше всех поэтов, писателей, артистов. Я вот просто всегда восхищаюсь татарским народом. Нам бы изучать бы вот татарский язык. И мы очень хотим, чтобы нас было больше, потому что когда-то было 3500 татар в Кабардино-Балкарии. Сейчас, конечно, кто-то в Крым уехал, кто-то еще куда-то эмигрировал, но даже за границу уехали. Но мы надеемся, что наше поколение, оно все равно будет с нами. Ну, сейчас что нужно делать? Это нужно делать, во-первых, чтобы дети не забывали язык в семьях, чтобы мы могли общаться хотя бы вот на бытовом уровне, на родном языке. И прививать просто хотя бы, ну, рассказывать свою о самобытности. То, что в наших силах, хотя бы мы должны над этим работать. Естественно, надо своих детей вести, чтобы дети учились в первую очередь. И самим по возможности получать духовное образование, духовно развиваться. Это важно.